Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня моя лекция будет посвящена одному из наиболее распространенных заболеваний – это гриппу. Грипп – это группа болезней, характеризующаяся умеренной интоксикацией, лихорадкой, преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Причиной гриппа является, также причинами острых респираторных заболеваний является более 200 разновидностей вирусов. К ним относятся вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Вирус гриппа способен изменяться по мере развития невосприимчивости к нему у населения, в связи с чем практически ежегодно появляются его все новые и новые подтипы, к которым у переболевших гриппа иммунитета нет. Вообще восприимчивость к вирусу гриппа практически абсолютная. Источником инфекции является больной выраженной и стертой формой. Передача инфекции проходит воздушно-капельным путем, а также может происходить через предметы обихода, то есть через посуду, полотенце, постельное белье. Заболеваемость гриппом и другими ОРЗ в холодное время, конечно, нарастает. Это связано с простудным фактором, это связано со скученностью населения в холодное время года, а также с витаминным дефицитом. Заболеваемость может быть в виде отдельных случаев, также может быть в виде эпидемических вспышек. Клиника гриппа, инкубационный период вообще длится от 12 часов до 14 дней. Различает легкую, средне-тяжелую и тяжелую формы. Заболевание начинается остро, с озноба, с повышением температуры до 40 градусов. Появляются признаки интоксикации. Это значит, появляется боль головные боли, появляется боль в глазных яблоках, пояснице и других группах мышц. Поражение дыхательных путей характеризуется появлением сухого кашля. Першением в горле, соднением за грудиной, заложенностью носа, отмечается покраснение лица и шеи, отмечается покраснение слизистой оболочки неба и повышенное потоотделение. Больной гриппом заразен для окружающих за 24-48 часов до появления первых симптомов и остается заразным в течение 5 дней. Лечение таких больных легкими и среднетяжелыми формами производится дома. Такого больного необходимо изолировать отдельно в комнате, предоставить ему отдельную посуду, полотенце и постельное белье. Лица, которые ухаживающие, им необходимо носить 5-6-слойные марлевые маски. Такому больному назначается постельный режим, обильное теплое питье. Это значит, что больной должен выпивать чай с малиной, с лимоном, имбирный чай, молоко с медом. Из народных средств также хорошо зарекомендовал себя отвар шиповника. Отвар необходимо выпивать в течение 5-6 раз в сутки по 1 стакану. Также хороший эффект дает отвар рябины, отвар калины и малины. Больному необходима также молочно-растительная диета, обогащенная витаминами. Если же поднимается температура выше 38,5 градусов, такому больному в возрастной дозе необходимо, конечно, парацетамол взрослым, детям панадол. При гриппе также, если появляется сухой кашель, тут необходимы муколитики. К ним относятся такие препараты, как АЦЦ. Если же отхаркивающий момент есть, тут необходим, конечно, амброксол, сироп алтея, бромгексин. При рините необходимо закапывать сосудосуживающие капли. При ларингите дети старше 2 лет, таким детям в домашних условиях необходимы паровые ингаляции с настоем ромашки, с настоем шалфея, зверобоя. И, конечно, витамины. Это поливитамины, аскорбиновая кислота. Сюда относятся также витамины группы В. Важно сказать, что при гриппе категорически запрещается применение ацетилсалициловой кислоты, то есть аспирина, из-за развития синдрома Рея, так как он является сильным антикоагулянтом. Если же больные с тяжелой формой заболевания, беременные, дети до 3 лет, люди старше 65 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обменными нарушениями, такие люди, конечно, госпитализируются в инфекционный стационар, полубоксированное или боксированное отделение. Таким больным назначается постельный режим, также молочно-растительная диета с обогащенной витаминами, обильное теплое питье. Далее, препаратом выбора здесь является римонтадин по 300 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Также препаратом выбора является кагацел, орбидол по 600 мг 3 раза в сутки, также в течение 7 дней. И посимптомное лечение. Профилактика гриппа. Профилактика гриппа относится как специфическая, так и неспецифическая. К специфической профилактике относится у нас вакцина. Вакцина снижает уровень заболеваемости и способствует более легкому течению заболевания.
Вакцины у нас есть Совингриппол для взрослого населения и Гриппол плюс для детей. Вакцину вы можете получить, если вы до сих пор ее не получили, вы можете получить в любом населенном пункте, участковой больнице, любого населенного пункта нашего района. Неспецифическая профилактика. Сюда относится, конечно, личная гигиена. Это необходимо обязательно руки мыть мылом в течение не менее 3 раз в сутки и обрабатывать антисептиками. Промывать нос солевыми растворами, аквамарисом, аквалором. Одевать 5-6-слойные марлевые маски, если есть контакт с больным. Тщательная уборка помещений. Сюда относится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Обязательно проветривание помещений в течение 3 раз в сутки. Избегать массовых скоплений людей, то есть кафе, театры, цирки и прочие места, где могут оказаться инфицированные люди. И, конечно, другие методы, к которым можно отнести сбалансированное питание, занятия спортом и здоровый образ жизни. Спасибо за внимание, не болейте, но если уже вы заболели, то обращайтесь к нам.